Уйди от него, уйди. А мне хочется прям вот так, чтобы лучше был звук. Антакала. Салам! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Антакала», где мы знакомимся с людьми, сделавшими интересные проекты в регионах. Меня зовут Настя, а в гостях у меня сегодня Людмила Семенова, автор или соавтор проекта «Омла». Автор, основатель. Вообще-то «Омла» — это два человека. Это я, Люда Семенова, и мой муж Вадим. Будет правильно так и так. Хорошо. Люда, салам. Салам, лебурнашсем. Чефире. Все учишь чувашский, будучи в Чебоксарах? Да, стараюсь говорить на нем чаще. Можешь, наверное, вкратце рассказать про ваш проект? Коротко. Омла — это стильные чувашские украшения со смыслом. Я долго формулировала это обозначение, но мне кажется, что все равно оно не вмещает все, что я хочу рассказать, какие украшения я хочу делать, как я хочу доносить свое творчество до других людей. Мне важно делать современные украшения, и в один момент жизни я поняла, что очень важно, что они основаны именно на моей родной чувашской культуре. Это так интересно все переплелось. Родная культура, современность, видение культуры сегодня, плюс что-то такое невесомое, то, что невозможно пощупать руками, то, что придает сил, доставляет радость, приносит удовольствие. Это все такие необычные вещи, не просто красивые. Это то, что можно сравнить с талисманом, с амулетом. Украшения, которые становятся особенными для людей. Вот, я хочу и делаю такие вещи. Мне самой интересно, во что это дальше будет выливаться. Пока, я думаю, я справляюсь вот с этой своей установкой, взглядом на украшения. Мне было бы интересно послушать, что вы думаете, как вы их воспринимаете. Если вы их не видели, ваш первый взгляд много скажет. Такая философия бренда сразу же у нас в эфире. Давай начнем по порядку. Омла. Название. Что оно обозначает и как вы долго его выбирали? Вообще, я выбирала его недолго. Но я поняла, что нужно просто обратиться в самый большой чувашский словарь Ашмарина. Он 17-томный. Всегда он как-то маячил у меня в голове. Вот, когда он у меня появился, он долго лежал просто так. Я думала, когда начали продавать его в книжном магазине, буквально там за бесценок, я на будущее приобрела. Даже не открывала специально. Думаю, пусть дождет своего времени. Действительно, он дождался. Я начала листать все тома. И вот на третьем же томе мне очень понравилось слово «омла». Это диалектное слово чувашское, верховых чувашей. И оно означает яблоко или плод. Панулми есть литературное слово, обозначающее яблоко, его все знают. А омла вызывает интерес. Хотя вот ребята, например, из Маргаушского района, сразу понимают, о чем речь, что такое омла. Полистав до третьего, выбрала я уже это слово, но все равно у меня такой перфекционизм. Надо все просмотреть словари, я все просмотрела, но лучше так и не было найдено слово. Я решила на нем же остановиться. Это получается такой чувашский Apple. Ну да, есть такие шутки по отношению к омле, конечно. Вот, кстати, насчет произношения тоже правильно омла, но как-то закрепилось, и мне самой теперь больше нравится омла, когда ударение на первый слог, и есть такая возможность деления. Это слог ом и ла. Как-то в нем еще больше смыслов для меня набирается, и я прям радуюсь, когда произносит омла. Ну, я вот так сразу не подумала, кстати, что это что-то чувашское, потому что, когда я не прочитала эту историю у тебя в социальных сетях, я просто восприняла это как какое-то такое латинизированное название, а потом такая читаю, думаю, ого, это из чувашского языка слово, ничего себе. Такое прям какое-то очень латинизированное, кажется. Интересно. Ну да, мне еще на это тоже обратили внимание. Как только у нас появились первые украшения, я уже определилась с названием. Были первые комментарии, что очень удачное слово. Во-первых, оно короткое, и оно легко воспринимается на разных языках. И на латинице можно писать, и кириллицей можно писать. Но это были такие знаки, подтверждающие мой правильный выбор. Поэтому у меня уже не возникало вопросов, менять имя или нет. Так, с названием разобрались. А вообще, как пришла идея делать украшения? Это же как бы не сказать, что такое распространенное. Хотя сейчас, наверное, очень много делают украшений на дому ребята, но это часто там из бисера что-то, да. У вас же наоборот, у вас такой ремесленный подход. Вы делаете из латуни, чеканите, отливаете. Это нужно иметь свою мастерскую, свой, так сказать, инструмент для этого. Почему латунь
И вообще, как пришла вам в голову идея делать украшения? Плотно к этому вопросу я подошла, когда работала на радио. Я поняла, что очень хочу носить чувашские украшения. Эта мысль, она зрела во мне все эти годы, потому что я выросла в чувашской среде, мой родной язык чувашский. Но вот почувствовала я ее только вот в 20 с лишним лет. Я искала украшения, мне реально очень хотелось носить, но ничего мне не нравилось. Я не могла ничего для себя найти. И появилась такая мысль, а почему бы тогда не попробовать сделать самой? Хорошо, что у меня муж имеет навыки работы с металлом, он меня поддержал, и вместе мы попробовали сделать первый браслет. Латунь, потому что это доступный металл. Он очень красивый, во-первых, и ювелиры осваивают мастерство на латуни часто. И он был под руками, можно было из листовой латуни уже тогда сразу вырезать необходимый кусок, его обработать, нанести узор, отчеканить, отшлифовать, отполировать. Вот то, что мы сделаем, мы полностью это делаем и по сей день вручную. Мы не отливаем. Отливка все-таки это частично уже другой тип производства. И именно благодаря этому сохраняется еще такая магия, уникальность каждой вещи, потому что она действительно отдельно создается. Невозможно отштамповать, сделать там десяток одинаковых сразу. Каждую нужно делать по отдельности. Мне это доставляет большое удовольствие, понимание того, что для каждого человека предназначено свое особенное украшение. Оно может быть простым, то, что моментально считывают, как кулон солнца, например, он всем чувашам понятен. Оно может быть сложным, как компас, например. Это такой предмет, ведущий тебя по звездному небу, к своему пути. Ориентируясь на звезды, ты можешь проложить свой путь. Со звездами, с небом у чувашей тоже особенное отношение. И вообще говорят, что у каждого при рождении есть своя звезда, так что обязательно можно найти ту, на которую следует ориентироваться. Ох, романтично, романтично. Ну, а муж имел навыки ремесленные откуда? Он в профессии слесарь-инструментальщик, поэтому Как мой папа. Какого разряда? 4-го. У меня папа 5-го. Да? Есть к чему стремиться. Да. Ну, 6-й самый лучший, кстати. Прям филигранный. Ну, возможно. Я не обладаю такими данными. Я очень обожаю слесарей-инструментальщиков, правда. Мне кажется, у них глаз алмаз и руки просто золотые. Но слесарь — это одно дело, да? Но чеканить украшения — другое. Ну, другое, понятно, да. Ювелирное дело — это такая мечта, это хобби, которое теперь становится основной работой, и мы связываем с этим жизнь, и хочется продолжать, повышать свои навыки и на серьезное производство перейти. Да, это неожиданно, но вот как-то вот, когда берешься за то, что тебе нравится, и не придаешь этому большого значения, возможно, просто делаешь ради удовольствия, и находишь в этом, оказывается, что-то свое, очень близкое, и невозможно это предугадать заранее, только на практике получается. А вы сразу же, вот я просто была у Люды в гостях и видела эту мастерскую, обустроили ее дома? Да, сразу же. Ну, во-первых, это был самый простой путь. Выделить место, стол специальный для всех инструментов, другой стол у нас там для рисования и работы в соцсетях, ну, в общем, таких более непыльных дел. Я понимаю, что очень много можно сделать дома. Если уже переходить на масштабное производство, конечно, нужно другое оборудование, нужно обязательно арендовать, потому что большие станки невозможно держать дома, и, в принципе, нельзя этого делать, потому что шумно. Но это в планах наших, конечно, очень хочется и на другие металлы тоже переходить, и с драгоценными металлами тоже работать. А тут уже невозможно быть только самозанятым, нужно обязательно и в пробирной палате регистрироваться, ну и совсем другие условия работы. Пока мне не очень хочется на этот счет думать, я вообще терпеть не могу всякую документацию. Лишний раз стараюсь не иметь с ней дела. Но при этом, мне кажется, ты такая очень четкая, потому что я помню, покупала у тебя украшения, ты такая: подожди, сейчас я тебе выпишу чек. Ну это обязательно, конечно. Мне изначально очень, когда даже самозанятости не было еще в Чувашской республике, я сразу поняла, что вообще-то надо сразу работать на белую и выбивать всем чеки, потому что это дает такую свободу, и спокойно можно везде рекламировать свое творчество. И как-то вообще вот этот напряг уходит, что ты как будто где-то потаенно чем-то таким занимаешься незаконным. Ну, не, для меня это важно, да, я выбиваю чеки всегда, даже когда говорят, не надо было, как это не надо? Это просто уже такой порядок действий. Купил человек
человек украшений, я вывела ему чек. И еще удивительно приятно, когда все свои доходы учитываешь, составлять общую картину и понимать, сколько ты заработала в этом месяце. Это вообще прям такая радостная новость. А еще я как-то вот у Ольги Гагаладзе, это очень известный финансист в России, она, кстати, родом из Чебоксар, услышала вот, что она платит несколько миллионов рублей налогов каждый месяц. И говорит, как круто, потому что если у меня такие налоги, значит, у меня просто огромный доход. Чем больше налогов, тем больше доходов. Вот, думаю, позитивное мышление у человека. Я тоже поняла, а это же так и работает. Чем больше получаешь, тем больше отдаешь. И наоборот тоже, тем больше отдаешь, тем больше получаешь на самом деле. Ну, а вообще в месяц в среднем примерно сколько выходит? Даже если не хочется называть цифр, вот ты работала в найме, да, как бы получается столько же, сколько в найме, либо больше? Да, конечно, несколько раз больше. Это хорошо. Сейчас, я думаю, мамочки-декретницы могли бы заинтересоваться возможностью открытия мастерской у себя дома. Конечно, это вообще нет никаких запретов, просто это все также очень много времени занимает. Кажется, что на дому как будто бы легче, меньше работаешь на самом деле. Если серьезно хочется этим заниматься и зарабатывать, в принципе, а не просто ради удовольствия там несколько тысяч дополнительных себе иметь, не придавая этому большого значения. Если серьезно, то такая же работа, она требует совсем не меньше вклада и эмоционального, и физического. Мне вот уже чуть раньше, когда ты говорила про латунь, хотелось спросить. Она же желтого цвета, да? А вы делаете чувашские украшения. У меня почему-то чувашские украшения — это вот всегда ассоциация с серебром. Что ты про это думаешь? Не получала ли, может быть, какую-то критику на этот счет? И вообще, да? Ну, вообще, я не люблю нестандартные подходы, начнем с этого, да. Кемель Чувашьень, вот даже и проект есть такой, и, в принципе, серебряный цвет очень... Он уже хорошо вот сложился с костюмом чувашским, с белой одеждой. Известная такая популярная картинка перед глазами сразу встает. Но, во-первых, золотой — это цвет солнца, это желтый цвет, а здесь уже проскальзывают самые важные коренные такие понятия для народа, потому что желтый — это любимый цвет Чувашии, на флаге он у нас не просто так. Вот. И я поняла, что вот это тоже имеет большое значение. Ну, тут, конечно, и другие практические факторы сыграли большую роль. Но у меня нет такого прям четкого представления, что обязательно украшения должны быть серебряными. Во-первых, серебро, в большей доступности было всегда. И золотые хушпуи, золотые теветь, они тоже были. Только это большая-большая редкость. И сложно нам так просто сказать, что золотые украшения тоже могут быть. А мне еще, знаешь, очень нравится, что и Праскевити, и Ксения Кокель, они рисуют часто в золотых головных уборах своих персонажей. Вот, обрати внимание, что они там не всегда серебристые. Хорошо, надо будет посмотреть. Интересно. Смотри, когда строишь свой бренд, понятно, да, вот с производственной частью, так сказать, разобрались. Но еще же важно, чтобы тебя знали, чтобы вообще хотелось покупать, да? Как вот вы выстраивали, может быть, маркетинг? Вау. Как вы делали так, чтобы люди знали ваш бренд? Я никакого специального маркетинга не выстраивала. У меня нет таких знаний, честно говоря. Я сейчас только об этом плотно задумываюсь, что вообще-то нужно реально выстраивать свой бренд и со всех сторон его характеристики как бы набирать. Мне даже сложно говорить о том, что Омла — это бренд. Это такое стало массовое понятие. Все, что ты сделал и чем ты назвал, уже как будто бренд. Это же не так. И стать брендом я, конечно, стремлюсь. Но я удивляюсь тоже в некоторой степени, и мне очень радостно понимать, что вот как только мы начали выкладывать украшения, они все равно уже получили какой-то отклик, и это придавало сил. И уже нам с первых месяцев появились первые покупки. То, что я выкладываю, то, что это интересно людям, меня по сей день, конечно, удивляет. Но вот узнаваемость, наверное, появляется она вот с выходом на офлайн, когда в маркетах участвуешь и напрямую взаимодействуешь с людьми. Вот я уже много раз участвовала в Чебоксарах и вижу, что аудитория начинает узнавать. И теперь еще плюс, конечно, соцсети на это тоже работают. Так удивительно наблюдать за людьми, которые в первый раз меня видят и которые уже меня знают. Это совсем другой взгляд. Это такие улыбки интересные. Вот. И ничего не нужно рассказывать, сразу понимать, что им нужно. А еще интересно то, что вот, например,
даже в соцсетях тебя знают, к примеру, следят за тобой, но ничего не пишут, не комментируют. И мне кажется иногда, вообще никому не интересно. А потом столько людей подходит и говорит, что видели это им понравилось, хочу кулон солнца. Я понимаю, что этот отклик есть, но он просто не вербализированный никак, о себе не давший знать. Подожди, например, если брать мою историю пользовательскую, да, мы с тобой знакомы с университета, мы учились на параллельных курсах. Не сказать, чтобы так супер близко общались, по-моему, куда-то ездили на олимпиады вместе иногда. Да. Потом разошлись своими путями, и потом в какой-то момент я просто случайно где-то тоже у кого-то в сторис или что-то увидела репост или рассказ о том, что кто-то приобрел украшение. Захожу на эту страничку, что это, да, даже не ассоциирую еще, что это делает Люда. И у тебя же, например, сразу понятно, сразу видно, что у тебя есть свой визуальный стиль, что у тебя есть своя подача, что у тебя есть сопровождающие тексты, объяснения. То есть ты же это как-то выстраиваешь. У тебя прям очень цельная картинка. Спасибо, мне так приятно это слышать, потому что я все время над этим работаю, мне кажется, все время недостаточно. Непонятно о чем я вообще, что я хочу сказать, какие украшения я хочу до людей донести и какие они, что они несут. Мне кажется, все время это недостаточно, поэтому очень большое внимание уделяю. Подожди, у тебя очень классное видео, у тебя какие-то есть эффекты. Ты же как-то их снимаешь, ты там что-то делаешь, пару лайфхаков давай. Может быть, кто-то там скоро откроет свой бренд, и им тоже захочется. Вообще так интересно стало. Например, на маркете в День Республики ко мне подошла девушка и говорит, я видела ваши украшения в соцсетях, в реальности они намного красивее. Я говорю, это да. Я думаю, что я так офигенно снимаю, что я прям как будто бы даже лучше, чем в жизни. Их фиксирую на камеру. Оказывается, нет. И я говорю, как это передать? Видимо, есть такие вещи, что невозможно картинкой передать. Это как спектакль слушать в записи, например, не сидеть в зале. Все равно что-то очень важное теряется. И она мне говорит, ты попробуй именно в состоянии, когда тебе хорошо, когда ты чувствуешь украшение, какое оно, снимать и не редактировать. Я подумала, наверное, стоит так сделать, но всегда вживую красивее, чем на картинке, поэтому, какие тут лайфхаки? Во-первых, нужно делать так, как тебе нравится. Это однозначно. Я кайфую от того, что я снимаю, как это выглядит в конечном итоге, и мне безумно нравится это выкладывать. То, что мне не нравится, я вообще не выкладываю, поэтому это будет очень много кадров, скорее всего. И все украшения, все, что есть, это мне самой очень нравится. Я не готова продавать то, что мне не нравится. Хотя у нас, например, и заказчиков много. Сделайте мне так. Я хочу с таким-то узором, например. Это невозможно просто взять и нанести узор. Это будет какая-то ерунда. Каждому узору, каждому изделию есть свой подход, чтобы это было красиво, гармонично, интересно, необычно выглядело в том числе. Но чтобы это вызывало эффект вау. А просто сделать, потому что хотят купить, я не готова, например, так работать. Поэтому все, что я делаю, мне очень нравится самой. И только за такие заказы я принимаю, когда просто готова нам довериться. Примерно, что хотят, понятно, а как это будет реализовано, все на ваше усмотрение, потому что людям приятен наш взгляд, наш визуал, вообще наши идеи. И это то, что вдохновляет. У тебя, такой сильный авторский дух чувствуется. Даже ты же сама показываешь на себе все украшения, то есть там, грубо говоря, ты лицо, хоть ты не любишь это слово, но ты лицо своего бренда. Ты всегда там пританцовываешь, показывая колечки, или там, я не знаю, как ты там сфотографируешься. Потому что это то, что я ношу каждый день, и я не хочу, чтобы они только для меня оставались. Я вижу, как они нравятся другим людям, большое количество людей выбирает украшения. Я не могу все оставить для себя, во-первых. И такое желание, оно немного, в стол работать и как будто бы только оставлять для себя, это вообще очень губительное желание. Все равно нужно делать для кого-то. То есть ты делаешь изделие, уже оно цельное, самодостаточное, но не делаешь его для себя. Тогда оно находит отклик. А есть вещи, которые я специально делаю для себя. И я их даже не собираюсь продавать. Все равно есть различия между тем, что для меня, что для других. А какие это различия? Это различия, во-первых, в мыслях.
Я знаю, что я хочу, что это украшение будет моим. Есть какая-то в этом тоже магия, то, что ты представляешь человека, для которого делаешь. Есть вещи, конечно, которые мы все равно, в большем количестве делаем, например, 10 кулонов одновременно, просто захотелось, потому что я знаю, что они будут интересны в День Республики, например, это с солнцем. Вот. А есть вещи, которые мы делаем специально для какого-то человека. То, что вот у нас изначально можно найти в ленте, то, что было когда-то сделано. Человек, например, хочет точно такое же, но оно все равно получается другим. Я знаю, для кого я делаю, и в этом есть какая-то тоже необъяснимая связь в представлении людей, для которых ты работаешь. А можешь, может быть, рассказать там историю создания какого-нибудь украшения от идеи до реализации? Конечно, интереснее про идею, потому что вот ваши браслеты, да, я помню, ты рассказывала, что там не просто же эти черточки накоряканы, ты там вдохновлялась руническим письмом, искала какие-то старые чувашские азбуки, учебники где-то находила. Вот прям история украшения, как будто бы все украшения имеют историю. Но вот на браслетах, почему тебе интересно стали браслеты? Там самые простые узоры на самом деле используются, потому что браслеты мы делаем тонкими, и все равно приходится отталкиваться от габаритов, от формы украшения. Вот. И вот самые первые тонкие браслеты, которые как обруч не замыкающиеся, мы начали их делать тоже просто потому, что захотелось. Наверное, была какая-то насмотренность, но не было конкретного примера, на котором мы это делаем. И только потом я обнаружила, что в Национальном музее просто десяток таких браслетов с такой же формой. И многие вещи на самом деле получаются из головы, как-то хочется и делаешь. В этом, наверное, есть еще плюс. Нет драгоценных металлов, ты можешь себе позволить тратить этот металл, то есть для проб разных ошибок, не учитывая каждый грамм, делать все, что хочется. Очень много брака тоже получается. Некрасиво и все, куда ты его денешь? Брак, конечно. А с драгоценными уже нельзя себе такое позволить. Сейчас сижу и смотрю на кольцо у Люды с аметистом, по-моему, да? Да. И это же как раз то, что ты делала для себя, по-моему, ты показывала в сторис. Да. У вас не было украшений с камнями. Кстати, это украшение... У меня вообще после того, как я вышла замуж, у меня каждый год буквально меняется кольцо на безымянном пальце. Я не собираюсь это свое кольцо носить до скончания веков. Я к этому отношусь гораздо проще, что на тот же палец можно новые кольца надевать. И все кольца для меня что-то значат в определенный период моей жизни. И я захотела кольцо с камнем, и обязательно на нем должен был быть орнамент, потому что, кстати, украшение без орнамента, без какого-то лица этнического, чувашского я уже воспринимаю реально безликими, неинтересными. Это прям так интересно в моей голове. Произошли такие изменения, я даже не ожидала. Я когда на них есть орнамент, я вижу их цельными. И мне захотелось сделать кольцо, которое будет напоминать мне, что я особенная. Вообще, мне кажется, каждому человеку важно об этом помнить, не забывать свои качества. И, в принципе, нет второго такого же человека, как ты. Поэтому очень важно об этом помнить. И прошлое кольцо... А почему я захотела сделать новое кольцо? Потому что прошлое кольцо стало мне чужим. Я понимаю, что я не хочу его носить. Оно как-то уже жмет, как будто бы некомфортно сидит. И я решила, что нужно сделать новое. Это кольцо я выставила без ценника. Просто показать, что я так тоже умею вообще-то. И не собиралась никому продавать. Потому что такое я делать точно не буду. Но много людей теперь спрашивают с камнем. И я подумала, почему бы нет. Я, конечно, скажу, что это будет другое кольцо, напоминающее. Это мое первое, но не такое. На это я согласна. Вчера, кстати, рассматривала энциклопедию про украшения Волжской Булгарии, и там была целая страница с большим количеством колец с камнями, такими интересными, очень похожими на твое. Да, кушлащери говорят. Кольцо с глазом, когда у него есть камень, и это тоже интересно очень. Если брать там традиционный, чувашский костюм, как будто бы я не помню, чтобы там были кольца.
Вот эти кольца – это находки из из средневековья, скорее всего, более древних времен, а уже ближе к современности. Вот самый красивый наш чувашский костюм, который большой популярностью обладает, это все-таки 18 век, это уже гораздо поздние века. И там действительно кольца такая редкость, и они еще такие незаметные, очень, стертые в основном, то, что осталось. Вот в музеях еще можно встретить экземпляры единичные. Они очень незаметные. Гораздо, кстати, интереснее браслеты. Вот чуваш сулы говорят. Сулы – это браслет. Я удивилась, что вот, например, к нам на маркете однажды подошел дедушка, ку чуваш сулы, дезе едать. В общем, спрашивают, это чувашские браслеты. Вот я удивилась, что даже вот в этом тонком обруче он уже распознал. Современные-то ребята, молодые ребята быстро понимают. Потому что это такая уже привычная на сегодняшний день форма, рассматривают орнаменты, у них взаимодействие в голове складывается. А то, что это дедушка сразу распознал в этом чувашский браслет, я удивилась, например. Я про браслеты тоже так сильно не думала, потому что вот ты запоминаешь, что манисты, монеты, да, нагрудные украшения такие яркие, они такие насыщенные, богатые, что на остальное ты даже не обращаешь внимания. Сижу сейчас и думаю, может быть, кольца ушли, потому что, ручной труд, и это как-то непрактично. Кстати, практичный взгляд на культуру очень верный, потому что люди все равно мыслили своими условиями жизни в основном. И, возможно, поэтому кольца не были популярны. Скорее всего, они мешали действительно. Хотя, мне кажется, не было и традиции обмениваться кольцами, если ты вышла замуж. Да? Ты просто сменила шапку, и всем понятно. Тебе не нужно вот эти вот кольца на правом безымянные или что-то такое. Вообще в текстах можно про кольца встретить. Да. В песенных текстах говорится про кольца тоже. Класс. Когда есть запрос, приходят и идеи к нему. И самые классные украшения, они тоже на заказах сделаны. Вот. Сила, например, вой. Это по заказу Александры Валерьевны, нашего дорогого преподавателя. Она написала: «Сделай мне что-нибудь на тему силы и терпения». И все. Это был... Ее студенты там довели, интересно. Это был единственный пункт в ТЗ. Вот. Появилось клевое украшение, которое, кстати, тоже разошлось, его узнают. И у каждого своя сила. Вот. Просто нет ни одной точно такой же. И она всегда еще так интересно преображается. Есть узнаваемый костяк, и все вот этот его стержень, ушко этого кулона, оно всегда такое ветвистое, разнообразное. И даже форму мы иногда меняем, но вот эта серединка орнаментальная, она всегда остается такой же. А как ты название придумываешь для украшений? Часто я исхожу из орнамента просто, или из узора, из которого исхожу. Есть еще вещи, которые напоминают мне что-то. Я думаю, что вот, например, кольцо. Кольцо такую, оно имеет овальную форму, полпальца занимает. Я увидела в нем щит, поэтому решила назвать щитом. Перевод, название-то всегда у меня чувашское. Хулкан. Есть такое слово. Я нашла его тоже в словаре Ашмарина. И мне очень нравится звучание. И я никогда не выбираю название, которое мне не нравится по звучанию. Хулкан. Как круто вообще. Я обожаю чувашские названия и твоих украшений. И я помню, я когда впервые там нашла в социальной сети Марии Болтай, по-моему, которая птичка, под псевдонимом птичка делает, и смотрела ее работы, и читала названия там на чувашском. Я просто ликовала, потому что, во-первых, столько новых слов красивых для себя узнаю, а во-вторых, как-то приятно читать названия. А можешь сказать, что тебя вдохновляет? Чем ты наполняешься, вот когда ты не делаешь украшения? Это такой сложный вопрос. Мне как-то задавали его на интервью. И я понимаю, что у меня нет ничего такого конкретного, что вот однозначно меня вдохновит. Как будто больше нужно давать себе вольности, свободы, жить без каких-то там привязок, назиданий. Вот тебе поможет это, смотри это, сходи туда. Вот. И когда позволяешь себе этой свободы, получается и найти вдохновение. Мне вообще очень помогает природа, наполняет силами. Это, безусловно, нахождение на природе. Я люблю смотреть аниме. Это такие интересные образы, столько философии в этих мультфильмах. Сейчас меня анимешники запинают, конечно, но в этих нарисованных изображениях и в принципе, героях интересных. Столько в них
часто бывает вот доблести, каких-то высших идей, которыми можно вдохновляться и двигаться вперед. Вот каждый вечер я смотрю что-нибудь из аниме. Меня, конечно, вдохновляет мода, тоже дизайнеры великие. В одно время я была поражена, например, Александром Маккуином, вот его необычными формами, с нестандартным мышлением, и как он эпатировал публику, какие у него были показы, все на разрыв сердца, вот что-то такое. То, что вызывает эффект вау, это и вдохновляет. А это может быть все что угодно. Что-то такое должно прям торкнуть. Спектакль какой-нибудь, например. Куда-то хочется сходить теперь. Сегодня балет на РСПИ, премьера. Балет? Балетов, да. Премьера? Да. Это что это такое? Что-то новенькое. Интересно, потому что мюзикл на РСПИ уже 100 лет идет. Да, сейчас балет на РСПИ. Кажется, Почему мы с тобой не взяли билеты? Сидим здесь. Я сейчас для себя чувашскую культуру только открываю. То, что у меня знания, правда, какие-то нулевые. Я вообще ни в чем не разбираюсь и везде это подчеркиваю, что я только изучаю. У тебя как будто бы больше понимания какого-то осознанного. Мне интересно, откуда это пришло. Это было с тобой там с детства? Или как ты нарабатывала вот все эти знания про браслеты, про кольца, да? Даже то, что ты говоришь, что это упоминается в чувашских текстах. Угу. Вообще, я выросла в деревне, и хоть у нас и не было таких прям особых традиций в семье, я выросла в чувашской школе, вот как личность начала формироваться. В той школе, где работала Елена Янька. Это автор учебников «Родной край». И только потом я поняла вообще, какая была удача учиться у нее с 5 по 11 класс. Вообще все это время впитывать ее знания, как она удивительно рассказывает, как вдохновляет. Хоть тогда это не придавало большого значения, вот я думаю, именно благодаря вот тому опыту я вот в работе, во время работы на радио пришла к чувашским украшениям, и мне как-то резко захотелось их сделать. Это как тоже накопленный опыт и взгляд на культуру. Я понимаю, что многие вещи я знаю, но они где-то вот в других уголках моей головы, не самых активных, не часто используемых, потому что я постоянно что-то листаю, связанное с чувашской культурой, я понимаю, что я это знаю, но как будто вот это такие отголоски знаний. Я не перестаю вообще смотреть на культуру все время тоже новым взглядом. При этом это понимание у меня коренное какое-то есть, но все время кажется, что я это тоже одновременно впервые где-то вижу. То есть все время что-то новое узнаешь из привычных же книг. Одну и ту же книгу вот каждый год перечитай, она по-новому тебе увидится. Эти знания, они нескончаемые какие-то. То, что меня вдохновляет, я могу обнаружить вот просто листая книги про чувашскую культуру. Вот щечтеньги я, например, делала недавно, сюльгам. Это такие треугольники. Это часть костюма женского исключительно. На сурбанчаке они крепились. Это другой такой ряд монетный. Я увидела этот треугольник. Я его 100 тысяч раз видела. И он, обратите внимание, есть и на монументе матери этот треугольник. Можно вот сфотографировать, приблизить картинку и увидеть. Это такой знаковый элемент. Это атрибут женщины. И я бы никогда не подумала сделать его отдельным украшением, потому что я знаю, что это часть другого комплекса украшений, сурбанджаки и шульгими это все вместе называют. Но вот откуда-то появилось желание все-таки попробовать сделать из него брошь, например. Это уже сложилось с другими идеями, потому что не раз спрашивали у меня про брошь, будут ли броши, и как-то вот состыковалось в голове, что щечтенье может быть брошью. Я думаю, всегда можно оставаться человеком, который культуру как будто бы изучает заново, и только на первых этапах этого изучения. В этом нет ничего страшного, а наоборот даже позволяет тебе все новые и новые идеи рождать. Это такое странное чувство, что как будто бы ты все знаешь, но при этом ничего не знаешь одновременно. Это у меня есть, и я все время это ощущаю, что есть какие-то вещи, которые я не осознаю, но они со мной. И это чувствование культуры, оно все-таки вот как-то формируется с детства. Слушай, так интересно, а как вообще Елена Викторовна вела уроки? Просто, понимаешь, вся республика училась по ее книжкам, да. А у тебя она сама преподавала. Вот какие-то, может быть, есть какие-то яркие воспоминания, примеры? Ой,
Ярких воспоминаний. Но в целом, конечно, такой интересный образ. Она для меня вообще как образ, не просто человек. Она удивительно интересно рассказывает. Всегда. Просто невозможно ее наслушаться ее рассказами. Это всегда были такие разговоры о том, где живется хорошо, в деревне или в городе. Сколько преимуществ жизни в деревне, потому что она сама родилась в городе Чебоксары, она выросла в городе, и потом решила переехать в деревню, и язык уже выучила позже гораздо, не с детства его учила. И стала писать книжки про чувашский язык. Она произвела фурор в свое время, потому что она же по образованию учитель труда для девочек, художник, и став исследователем, написав такой труд и простым языком для детей, конечно, она такой большой вклад внесла в образование. Просто, например, я училась по ее же книжкам, но у меня осталось полное ощущение, что у чуваш как-то нет истории, что у нас нет письменности, поэтому мы не знаем, кто мы, откуда, куда мы идем, это вот все. И как-то все непонятно с нами. У нас есть костюм, у нас есть язык, надо учить, и все. А вот сейчас там я смотрю, как много разных теорий интересных, каких-то свидетельств, чего-то еще, и думаю, блин, да есть же информация даже. Я смотрю все эти архивы в музеях, там есть там за 19 век, да, какие-то примеры. Есть в литературе там 18 века, где-то какие-то гравюры, упоминания. Пусть и малейшие кусочки информации, но можно найти, как бы, чтобы немножечко восстановить, что вот мы были тогда, мы что-то делали, о нас даже писали. Тогда я вообще не обращала на это внимания. С историей Чувашии, конечно, очень сложно, и всячески пытаюсь в своей голове сложить хоть какую-то линию, и каждый раз проваливается эта попытка, и не могу вот в голове вот это все сформировать. Как это происходило? История очень сложная тема. Для меня самое важное, наверное, в ее обучении было то, что она относилась ко всем как равным. И это очень сильно отличалось от подхода других учителей. С ней было интересно. Она, наоборот, даже не просто рассказывала, она сподвигала нас дискутировать, высказывать свое мнение. Для деревенских детей это вообще было очень сложно. Вот такие были все скромные, тихие. Я не знаю, как именно она на меня повлияла конкретно, но я знаю, что в этом есть очень большой ее труд, потому что и после школы я поддерживала с ней общение. Мы не общаемся каждый день, но вспоминаем друг друга, это точно, потому что раз в несколько лет вдруг она решает мне позвонить, а я так удивленно поднимаю трубку, и выясняется, что мы все время друг от друга вспоминали. И она, оказывается, недавно увидела мой аккаунт. Что ты сказала, интересно? И она сказала: спасибо тебе. Она сказала мне спасибо. Я удивилась. Какое спасибо? За что? Она сказала мне, что за смелость, что вот мы, чуваши, все время чего-то боимся делать, а ты не боишься. И вообще меня так тронули ее слова. Еще удивительно было то, что в прошлом году мы, например, в одном фильме участвовали. Ты не видела случайно? Проект образования снимал. Да, я смотрела. Всех порекомендовала, всех героев. Я не знаю, как меня нашли. Это было тоже еще одним удивительным фактором. Просто как-то откуда-то. Я говорю, как меня нашли? Она говорит, вот я увидела. У кого увидела, я так и не поняла. В социальных сетях да. тоже. И все героев, которые в этом фильме порекомендовала я так этим горжусь. Но ты, кстати, вот работала на радиостанции, получается. Да, ты была в роли ведущей, автора программ. Я работала редактором в службе новостей. Это была самая сложная нетворческая работа. Нужно было все время писать тексты. Мы ездили на мероприятия, с первых уст писали, что происходило. Вот брали синхроны, то есть интервью, аудио, что потом обрабатывали, вставляли в выпуски новостей. И я так проработала несколько лет, потом мне стало уже очень некомфортно в таких условиях, где минимум творчества. Удивительно все совпало тоже, что и меня шеф-редактором назначили, мне немножко больше свободы появилась, я, то есть тексты других проверяла, и плюс я решила сделать свою программу. Она называлась «Все дороги ведут в Чувашию». Я ездила по деревням, разным музеям, важным объектам в каждой деревне и рассказывала о них, что вообще-то есть такой не мейнстримный, не популярный туризм. Если вы в андеграунде, присоединяйтесь. А куда стоит поехать, кстати? Может, посоветуешь там парочку мест? Блин, ты думаешь, я вспомню? Но вообще мне музей под открытым небом понравился в Брестинском районе, как я помню. И есть еще такие нестандартные вещи, то, что как бы не найдешь так просто. Вот я, например, ездила
писать в Батыревский район, и мне тут посоветовали какого-то супер крутого пчеловода. И я вот из первых уст, поняла, что, во-первых, так много крутых людей, просто ради них можно поехать, а еще есть удивительно гостеприимные люди, которым реально отовсюду приезжают, просто они широко неизвестны. И вообще-то есть такие персонажи, условно, герои, которые лучшие в России мед делают, например. Столько интересных историй узнать. Вот какие-то нестандартные вещи получались, но я, конечно, искала в интернете в основном, куда вообще что есть, какие музеи. И в каждом выпуске вот из всех вот этих стандартных рассказов о музее, об известных личностях, которые мне предлагали экскурсоводы, пыталась что-то такое клевое, нестандартное вытащить, потому что журналисты тоже у нас привыкли как-то очень строго, официозно действовать, а попробуй поглубже поговорить с человеком, это все равно такая нераспространенная практика. И вот я располагала к себе людей и вытаскивала интересную информацию. Как ты думаешь, это сейчас тебе помогает, этот опыт? Он, конечно, мне помогает. Вообще, я очень стесняюсь общаться и разговаривать с людьми. Я пришла работать на радио, где мне каждый день нужно брать интервью у абсолютно незнакомых людей, подходить к ним, располагать, выпрашивать какой-то вопрос, задавать, чтобы тебе еще полноценно ответили. Это довольно сложно. Я понимаю, что вот именно это помогло мне раскрыться. Я не скажу, что я прям раскрылась вся, но какой-то этап сделан. И потом, именно благодаря тому, что я вот так общалась с незнакомыми людьми, сейчас мне, например, гораздо легче на ярмарках, на маркетах общаться. Вот абсолютно, когда большой поток людей, и каждый раз, как в первый, нужно отвечать на абсолютно те же вопросы, как-то заинтересовывать в этом моменте. Первое впечатление, вообще вот этот недолгий этап соприкосновения, когда тебя увидели, потрогали украшения, в этот же момент, чтобы зародилось желание купить, это довольно сложный процесс. И работа на радио, конечно, помогла мне с ним справляться. Но у тебя же была как раз специализация культурология в том числе. У тебя нет? У меня тоже. Да, мы учились на культурологии. Да, это насмотренность, это же все шедевры из живописи, да, привели какой-то вкус, и ты там уже не можешь свои украшения просто как-то тяп-ляп сфотографировав. Тебе важно сделать какую-то композицию. Согласна, я, конечно, не художник, и так прям композиции мы не обучались, но в насмотренность, безусловно, она играет большую роль. И она у меня была с детства, то есть мне с класса, наверное, 3-го каждый год что-нибудь выписывали из журналов, у меня был миллион журналов. Все время что-то смотрела, и вот этот вкус в одежде, прежде всего, мне еще в школе всегда отмечали, как ты красиво одеваешься. Да? Это еще, да, такие... А что за журнал выписывали? Вообще, самый был любимый «Попурри» назывался. Там обо всем на свете, все и разные темы обсуждались. Сначала Барби. Любовь к розовому цвету становится понятной. Я думала, какие-нибудь чувашские, типа там... Нет, такие они были некрасиво оформленные. Я выписывала Тете, например. Но я уже была постарше, когда мне захотелось Тете вообще почитать. Я поняла, что это такое некрасивое для меня издание, что это все как-то не скомпоновано, по части дизайна плохо отработано. А потом это уже Тандыш, например, газета для подростков. Там вообще был полный ужас. То, что красиво, дизайн как-то, да, закрепился, видимо, он у меня довольно рано, потому что на эти вещи я уже обращала внимание в средних классах. Захотелось добавить, но я не стала прерывать, когда ты говорила про всякие интересные места в республике, какие-то организации. Я помню, что много, правда, интересных людей, ты иногда о них случайно узнаешь. Я вот какое-то время работала во Всероссийском детском центре «Орленок», и там тоже работал человек, его зовут Александр Семенов. Я не знаю, знаешь ты о нем, не знаешь? Он, по-моему, учитель труда, если я не ошибаюсь, или ИЗО. Наверное, ИЗО и труда, но что-то вот связанное как раз с творчеством. И он выиграл конкурс «Лучший педагог России» или «Учитель года». У него была мечта построить там в своем родном селе школу искусств, точнее так, замок искусств. И он, получается, все выигранные деньги, все деньги от своих картин, он рисовал картины, делал какие-то работы и делает. А сейчас, я думаю, что он просто все гонорары на строительство. Наверное, сейчас мы не слышали новостей, да, что она открылась, поэтому предположу, что она еще строится. Ну, как бы он просто возводит ее всю свою жизнь. Она правда в виде замка. Он хочет каждую комнату сделать в каком-то стиле. Здесь вот там Древний Египет, здесь что-то еще, чтобы они сразу видели на примере, да, как это выглядит. И это такая романтичная, интересная мечта. Я была настолько поражена этой историей. В
Хочется вернуться, наверное, к комментарию Елены Янька. Спасибо за смелость. Как ты думаешь, что она имела в виду? Я думаю, она сказала по поводу нестандартного взгляда на украшения, что я не делаю то, что уже кто-то сделал. Мне это действительно важно, не повторять прошлые образцы. Можно с помощью современных инструментов, современных возможностей что-то создавать такое же, как было. Но для меня это такая эксплуатация культуры, как будто бы ты на ней паразитируешь. Я думаю, что у каждого человека есть возможности и таланты создавать новое с учетом каких-то прошлых наработок, опыта предков, но учитывая современные реалии, потому что мир, он всегда разный, и для меня это странно. Вот сегодня какие-то доставать образцы старые, предлагать это в качестве предметов, которые стоит носить сегодня. Потому что, на самом-то деле жизнь другая. Это сегодня будет выглядеть как какой-то атрибут сцены, не знаю, что-то такое очень инородное. То, что ты надеваешь на праздник, как будто по случаю. А я хочу, чтобы украшения также носились каждый день и были уместны всегда, были актуальны. Для этого нужно, конечно, их перерабатывать. Они не могут в том же виде и сегодня быть актуальными. Я, кстати, о том же самом подумала, когда задавала тебе вопрос, потому что вот действительно там как будто бы лет 5 назад еще, да, было ощущение, что чувашское это все вот по образцу музейному. Сейчас как будто бы появляются какие-то новые бренды, которые переосмысливают, пытаются сделать те вещи, которые ты сейчас можешь носить в таких новых формах, идет ее развитие, значит, она живет. Да, именно так. И в этом развитии, конечно, невозможно без авторства. Тот, кто предлагает себе еще один взгляд на культуру, так она множится и все более интересной, разнообразной становится. Невозможно вот эти же рамки музейные придерживать, да, считая то, что это чувашское абсолютное большинство людей. Но это так скучно, это такое неживое. Оно так и останется музейным чем-то. Пусть это сделано сегодня. Мы боимся по-новому взглянуть на свою культуру, как будто бы нужно относиться к ней как к памятнику, как к музейному экспонату, и вот сохранить в таком же виде. Его нужно использовать, с ним нужно работать. Вот с этим пластом культуры, который нам перешел от других поколений. Хочется, чтобы и мы оставили свой след, а не просто повторили опыт. А есть, может быть, какие-то проекты еще, которые тебя вдохновляют, тебе нравится, как они работают? Не обязательно с чувашской культурой, может быть, вообще. Мне очень нравится татарский фэшн. Юр-Юл называется. Татарская мода, да, так они подписывают. И вот ее автор, Таня Черногузова ее зовут. Видно, что она прям тоже так горит развитием культуры. Это все такие нестандартные образы. Это и NFT еще появились. Еще более такой современный новый взгляд на культуру. И она еще собирает лаборатории всех, кто хочет изучить татарский культурный код, во-первых, и что-то тоже в нем новое создать. Но это прям большой проект Юр-Юл. Да, он меня вдохновляет. Надо посмотреть, я не знакома, кстати, с ним. А как вот ты, например, чувашский культурный код сформулировала для себя? Ничего себе вопросик. Давай представим, что мы снова учимся на кафедре культурологии. Я точно не смогу тебе на него сейчас ответить. Для тебя, вот даже, давай так, ассоциации. Вот какие у тебя ассоциации самые первые приходят? Твои? Ассоциации? Ассоциации — это что-то очень доброе, светлое. Это образ 3 солнц. Это обязательно свет. Это древо жизни. Это что-то такое очень природное мне приходит на ум. Но вот в части культурного кода это такой глобальный вопрос, и он мне очень интересен. Но я ни разу на него вот так прям серьезно не отвечала. Он где-то маячит, но с ним действительно следует работать и насыщать, находить эти культурные коды, сформулировать их. Ассоциации — это такие лишь первые ступеньки, на которые можно опираться. Просто сейчас, кстати, тема культурного кода какая-то очень модная стала. Мне кажется, в России очень многие регионы пытаются переосмыслить себя, найти себя. Все пытаются, да, понять, в чем их уникальность, чем они могут быть интересны, чем могут выделиться, возможно. Это интересные процессы, и всегда против какого-то основного движения мира, вот глобализации, например, какой-то универсальности,
универсализации, встает противоборствующее, которое совершенно другие ценности несет. Вот локальных брендов, чего-то очень такого маленького. То, что идет вразрез с основному течению, как будто бы всегда какие-то существуют весы, пытающиеся все это сгармонизировать. Я думаю, тоже именно поэтому вот понимание себя, своей национальности стало так важно сегодня, потому что все больше стоит вопрос об исчезновении языка, о том, будут ли знать язык следующие поколения. И сейчас этот интерес к культуре и языку, он возрастает. Ох, глобализация — сложная эта штука. Как же тебя победить? Мне кажется, никак. Все мы хотим жить попроще и попонятнее, и поудобнее. Я знаю, что ты в Нижнем Новгороде училась, по-моему, уезжала, а потом вернулась в Чувашию. Мало людей возвращается. Интересно, что тебя замотивировало. Но это не такой был сложный вопрос. Я уезжала учиться. Я поступила в аспирантуру в Нижний Новгород. Аспирантура такая вещь, где ты не учишься каждый день, а раз в неделю или 2 раза в неделю приходишь на какие-то лекции. И в основном ты должен писать свою диссертацию. Я поняла, что мне нужна работа. А где я буду работать? Ничего подходящего для себя я не нашла. Здесь нашла. И удивительно, что я зашла на сайт НТРК, посмотрела раздел вакансий, и там стоял редактор. Вот, я позвонила, у меня сразу спросили, насколько хорошо я говорю на чувашском. Я перешла на чувашский язык, все стало понятно, и поэтому пришла сюда пробоваться. Тут тоже нужно было голос записывать, вообще писать, редактировать тексты, насколько я умею это делать. И все удивлялись, как я сюда пришла на работу. Наверное, никого не берут по объявлениям. Все приходят через знакомых. Я пришла по объявлению. Блин, интересно, да. Вот. И ты даже звонила. Я, мне кажется, даже не звонила никогда. Я все время писала на электронную почту. Да, нам, кстати, Александра Валерьевна, когда мы были на 5 курсе, говорила, будете искать работу, звоните всем обязательно. Недостаточно этого письма на почту. Надо обязательно звонить, договариваться, задавать четкие вопросы, когда собеседование, когда мне прийти. Вот именно вот такой нужен личный контакт, чтобы о тебе вспомнили, вообще подумали всерьез, нужен им новый сотрудник или нет, а письмо на почте может потеряться. Выпускники, берите на заметку. Когда к тебе приходила в гости, заметила, что у тебя много каких-то есть интересных там пластинок, да, с чувашскими песнями, книг. Где ты их находишь? Ты говорила про то, что ходила даже на какие-то интересные барахолки. Я обожаю барахолки. Мне кажется, это просто кладезь всего суперинтересного. Я тоже люблю барахолки. В Чебоксарах единственная барахолка — это Южный рынок, где вообще самые разные можно встретить интересные вещи. И книги, и пластинки. Все старое я находила там. Ну, старое, винтажное. Книги на Авито можно найти. Вот все, что связано с чувашской культурой, то, что когда-то не ценилось. Просто этих книг 1 миллион штук, наверное, лежало на чердаках у людей, а потом просто куда-то выкидывалось. Сейчас это такая драгоценность, вообще найти такие книги. И все, что есть, я стараюсь себе прикупить, потому что хочется как-то вот создать вот этот багаж интересных знаний, информации, которые не встретишь на сайтах. В интернете ее точно нет. И очень мало книг классных можно найти, кстати. И поэтому мне важно иметь такой прям артефакт, материальную вещь, которая будет мне еще новые грани культуры открывать, какую-то новую информацию мне давать. За последний год очень сильно выросли цены на Авито, например, на всякие чувашские аутентичные вещи. Я думаю, что продавцы поняли, что это стоит больше, что есть спрос. И правда, от каких-то буквально, наверное, копеечных покупок, которые можно было раньше совершить, ценник сейчас вырос. И в книжных можно встретить старые издания, вот тоже мне очень нравится. Вот так я, например, купила весь словарь Ашмарина. Я не помню, какого года, но, понятно, очень старое издание, видимо, лежало где-то на складах и решили, видимо, быстро распродать. Это все тоже за небольшие деньги продавалось. Но бывает такое, что можно обнаружить прям очень старые издания даже в наших книжных. А можешь, может, какие-то там, не знаю, топ-3 книжки посоветовать? Ну, моя любимая — это «Чувашская мифология». Такая синяя книга, на которой нарисована вот девушка на Луне из мифа. Я ее просто вообще постоянно листаю. Там по образам разделено, что означают те или иные образы в чувашской культуре. Там божества разделены и всякие важные понятия, как солнце, например, это и мифологический образ, и древо жизни, например. Каждое дерево тоже разделяется, относится оно к мужскому или женскому образу. Я
частенько листаю чувашский костюм. Иванов Арков, первый автор. Их там 3, насколько я помню. Такой сборник вообще всевозможных нарядов, которые сохранились на сегодняшний день в музеях. Это все было скомпоновано, отфотографировано и очень наглядно передает все вот это богатство выше. Вот Захарову Кульеву я очень люблю. Вот это такая книжка «Чуваш Халах Туми», она называется. Она на чувашском. Автор Захарова Кульева. Помню фамилию, имени, к сожалению, не помню. И она как справочник по костюму. Там дан каждый элемент. И на чувашском он расписан очень подробно. Там еще и по видам одежды есть разделение. Не только детали костюма. И украшения тоже разделяют. Какие были украшения, как они назывались. Сборник «Ватазень Самагизем» тоже клевый. Да, на каждое слово, на каждое понятие можно что-нибудь такое обнаружить. Можно гадать на этой книге, наверное. Сейчас только пришла эта мысль. Я ни разу, кстати, не гадала. Надо попробовать. Да, строчку. эта книга очень классная. В прошлом году, я помню, была на книжной ярмарке в Москве, и там всегда традиционно приезжает чувашское книжное издательство, и вот у них, по-моему, эту книжку там очень хорошо раскупают. Она, правда, такая афористичная, очень меткая. Как бы ты видела проект Омла через лет 10? Вот как бы тебе хотелось его видеть, да? Мне хочется... Вот как кто-то создает татарскую моду, я хочу создавать чувашскую. Я хочу, чтобы это были магазины, самые разные, клевые, в которых сочетается часть лавки, в которой что-то продается, и часть рабочего пространства мастерских. Чтобы это были такие клевые места, в которых хочется все время заходить, что-то смотреть, интересоваться или просто проводить время. Мне таких мест очень не хватает. Я вижу, что Омла может стать такой, чтобы это были такие островки, где есть и культура, и искусство, и возможность провести время. То, что нас насыщает, то, что меня насыщает, это предметы самые разные. И не только атмосфера, но и предметы. Хочется что-то трогать все время, как-то изучать этот мир тактильно. И мне таких мест очень не хватает. Хочется трогать классную одежду, классные украшения, приходить ради них и вообще просто клево проводить время. Все равно наша жизнь как-то сегодня невозможно без покупок, что ли. Как-то все время хочется что-то себе такое в свои сокровищницы новые приносить, что-то такое собирать клевое. Давай делать чувашский Александр Маккуин. Мне, кстати, очень нравится одежда Хираджа, но я купила только пояс, потому что поняла, что другую одежду пока еще, наверное, не созрела, не готова носить. Она очень экспрессивная, очень, я думаю, заметная. Да, мне тоже нравится, как они вообще агрессивно даже где-то очень смело работают. Чувашской традиционной культурой, как они переиначивают платья и как украшения тоже используют. Ну вот, если придешь на вечеринку в образе от них, мне кажется, ты незамеченной не останешься. Хочется, чтобы они надели какую-нибудь актрису на какой-нибудь кинотавр или куда-нибудь еще, чтобы так вот ярко и интересно. Да, это то, что вот создает образ для какого-то выхода клевого. А мне близка повседневная мода. Мне тоже хочется ее делать клевой, нестандартной, но обязательно, чтобы это можно было бы вот просто взять и надеть с обычной одежды, той, к которой мы привыкли, чтобы это дополняло твою одежду, вот привычные футболки и джинсы, чтобы моментально расцветали, становились интересными благодаря какому-то акценту, кафу на ухе, например, браслету необычному, кольцу. Потому что вот эта изюминка, она проявляет характер, проявляет твои интересы, добавляет в образ очень осмысленное что-то. Когда я ходила куда-то с украшениями Омла, ну, какие-то такие, скажем, чувашские тусовки, встречи, мне очень нравилась реакция, когда все такие узнают: «О, это же вот оно!» Да, у меня тоже есть. Ты знаешь про этот бренд, классно. А не сталкивалась ли ты с критикой? Ну, критика есть. На самом деле я к ней готова. И ее гораздо меньше, чем я ожидаю. Например, к латуни тоже придираются. Хотят медь. Вот, типа, медь, это же такое вообще живое. Металл, который оставляет след, он взаимодействует с человеком. А что там ваша латунь? Одна красота, вот что-то такое. Но на самом деле латунные украшения, кстати, у чувашей в древности тоже были. Очень много вот этих частенье. Еще
Еще гребни были тоже из латуни, браслеты тоже. В общем, всякие украшения, в том числе, делались из латуни тоже. Просто они, видимо, не так распространены. Но в музеях тоже можно встретить. Критика. Больше это, наверное, какое-то молчание, что ли, так. Ухмылка вот. Это точно чувашское. Что это ты делаешь? Вот такое. Но я вижу эти взгляды, и я понимаю, что не все воспринимают мои украшения как чувашские, потому что где-то они таким с более минималистичным орнаментом сделаны. Это те же элементы, которые есть в нашей вышивке. Но вот в простом варианте они как чувашские, видимо, не воспринимаются. Не знаю. Наверное, невозможно сделать новое, не получив критику, потому что обязательно должна быть такая реакция. Значит, ты как бы вырываешься из привычной и понятной среды, раз тебя не понимают. Ну, круто, что еще есть куча сообщников, которые понимают, ценят, да, такие разделяют люди ценности. Тоже есть. И вообще мне пишут, что спасибо, как вы красиво презентуете нашу культуру и какой она может быть необычной и интересной. Конечно, такие слова очень вдохновляют. Тоже, мне кажется, с тобой обсуждала это или с кем, что вопрос сувениров, да, хочется же дарить сувениры, увозить такие, которые не просто там положил или повесил на холодильник, и они затерялись в среде других там одинаковых магнитиков условно, а что-то такое, что будет использовано, принесет человеку удовольствие. Класс, если это там конфеты супервкусные, либо какие-то там напитки, да, и какие-то вещи. Кажется, например, в Омле есть такой флёр, что можно это привезти как сувенир, и иногда я там захожу в какие-нибудь сувениры на заливе, расстраиваюсь, думаю, почему тут нет украшения от Люды. Ну да, сувенирная тема, она, конечно, очень сложная. Это как тоже мерч, это же мерч там условно республики. Я тоже за классные сувениры, и каждый раз расстраиваюсь, видя, что продается. Но как будто бы для классных сувениров тоже должно быть свое место, что-то такое обособленное, потому что мне, например, не хочется, чтобы мои украшения были в ряду с какими-то магнитиками, там, деревянными штучками. Для правильного восприятия полноценного есть ощущение, что для таких сувениров условно нужно что-то свое. Я с удовольствием открою когда-нибудь свой магазин, и там они будут. Поп-ап. А сейчас почему-то, да, не получается. Мне предлагают выставляться, но я не вижу в этом необходимости. Мне почему-то вот, тяжело, правда. Я отношусь к этому очень серьезно. Это для меня важные вещи, которые прям что-то очень глубокое затрагивают. Мне не хочется просто ради продаж, вот со всем этим барахлом условно, никого не хочу обидеть. Были и украшения тоже, которые ювелирно делаются, пусть из латуни, по всем правилам ювелирного дела. Для их восприятия тоже нужно свое место и своя атмосфера, свой антураж какой-то. Ты заходила в туристический центр? Тебе там хочется что-то купить? Я очень давно, пару лет назад, мне кажется, заходила, покупала какой-то магнитик. Там были, по-моему, чувашские юноши и девушки с какой-то интересной надписью, что там было про любовь. Или чукту, или юрату, что-то такое. Мне понравилось. Но я вот, поскольку там часто путешествую по России, я обожаю всегда заходить во все сувенирные магазины. И мне кажется, тут... это просто мое мнение, окей. Представь, я турист, я приехала, я не знаю ничего. Если там я где-то прочитаю, что есть там классное культурное пространство, которое, мне кажется, не хватает в Чебоксарах, где бы, например, твои украшения, да, классно бы смотрелись и очень там в тему с какими-нибудь другими работами других ребят. Но если там я приезжаю куда-то так очень быстро, бегло там на день, я всегда иду в сувениры, и у меня там всегда есть цель найти что-то интересное, что хочется увезти. То есть я заранее понимаю, что там будет много всего такого там стандартного, всегда захожу и ищу, вот это как то же самое с винтажными магазинами или секонд-хендами. Ты заходишь искать сокровища, и у тебя такой дух авантюризма, тебе хочется найти что-то такое прям... Вообще хочется, конечно, чтобы Омла на картах вообще была, чтобы можно было бы ее найти, чтобы точка вот эта на карте значилась. Но для этого нужно иметь свою мастерскую, если даже не магазин. Но я на этот вопрос еще посмотрю под другим углом. Как можно, где еще, да, о себе побольше заявлять. Не только в социальных сетях, но как-то, чтобы были возможности найти меня по-другому тоже. Как в Тугис, где вбивать. Google карты, Яндекс.Карты. Это самое важное. Боже, я недавно искала, я вот приехала в Чебоксары, у меня порвались кроссовки. Я искала ремонт обуви, потому что раньше у меня всегда там рядом с домом был ремонт обуви, а тут
этот ремонт обуви закрылся, и я поняла, что я просто не знаю, где чинить ботинки. Я стала искать в интернете и ходить просто как слепой котенок по всем адресам, которые там указаны. Очень круто, что все мастерские умеют накладывать вот эти вот значки, что они есть на карту. Некоторые из них закрываются, и потом они просто не убирают эти значки. И ты приходишь, а там нет ничего. Раз уж мы заговорили про точки на картах, да, мне кажется, уже так давно болтаем, что можно поставить точку в нашем разговоре, но не точку в развитии проекта. Люда, спасибо большое. Надеюсь, что вы там не заскучали, вам было интересно узнать, как создаются чебоксарские бренды на примере такого маленького, но очень, я думаю, амбициозного проекта, очень авторского, как мы сегодня увидели. Спасибо большое. Скажу тебе приятель получень. Надеюсь, мы еще увидимся и услышимся. Антакала.